Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в микрорайоне Кангаласы. И в гостях мы у Елены Петровны Белецкой. Елена Петровна у нас на пенсии сейчас находится, да? И потому что у нее очень много свободного времени, да, я думаю, она смогла вырастить огромный просто и сад, и огород. В общем, все это мы сегодня вам покажем обязательно. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Находимся мы сейчас пока что в таком цветнике. Да? Вы сказали, что здесь порядка 30 видов цветов. 33 вида. 33 вида. Почитала, записала. Так. Среди тех, которые не у всех растут, это, допустим, какие виды цветочков? Ну, нет, таких нету. Эустома вот единственное, что вот, вон розочки. Ага. Вот они, ну, тоже уже стали выращивать многие, а так, в основном все, что у всех. Так. Ага. Такого Сзади нас, ничего вот нету. я вижу, да, такого необычного на ощупь листочков цветы. Это что за цветы? Они название не выговоришь, а по-русски говоря, искорки. Они открываются только на солнечном свете. Так. И не любят соприкосновения с землей. Они начинают сразу портиться и погибают. Поэтому там подстелен материал. И поэтому они... Прошлый год у меня ошибка была, и я исправилась нынче. Вот так. Так. Тут у меня, как говорится, озеро зеркальное. Водоем негде делать, потому что места очень мало. Ну вот так как-то стараемся, чтобы было маленько красиво. Вот куст. Смородина красная. Смородиновый куст. Это вы тоже сами посадили, да, когда-то? Да. Сама, конечно, сама. Просто я его сейчас маленько обновила. Он был очень большой. Я его поубирала все старое, а вот омолодила, короче. Черемуха вот растет. Черемуха, уже. да, я вот успела уже попробовать, очень вкусно, как сказала, не каждый день попробуешь черемуху, не каждый день ее покушаешь, да? Ага. Очень вкусно. Тут вот у меня хохия, многие восхищаются с города. Хохия. Такая большая, говорит. На прошлый год комиссия приезжала, женщина, она сказала, говорит, по всему Якутску первый раз, говорит, вижу такую большую кохию. Так. Тут вот так вот, настурция, табак. Тут вот всяком разном. Флоксы, вербена, гладиолусы, но еще почему-то погода нынче не очень, и поэтому то жарко, им тоже плохо. Да. Холодно, Потом им резко тоже холодно. плохо. Вот, Конечно. Вот эустома, вот привередливая, очень трудно выращивать. Так. Ну, вот ее буквально растет. мало немножко, да? Нет, там еще есть. Еще есть. Там есть. Дельфиниум, он уже отцвел. Это вот ночная красавица, там он. Вот. Она вечером раскрывается, запах такой, аромат вообще. А эта кохия с семечка упала, сама выросла. Ничего себе. Да, вот сама. На настурции. Там рудбекия, мои любимые, да, вот красавцы. Очень нравятся мне. Так. А тут вот колодец наш. С белочками, с орешками, с астрами. Там бальзамин с шафраном. Так. С Турции. Вот георгины. Вот белый. Ой, красота какая. Георгин. Ага. Огромный один. беленький цветочек. Это один. Так. Тут вот другой фиолетовый. А вот еще вот два уже отцветают, а вот еще набирают цвет.
А с каждым годом вот что-то новое, какие-то новые цветочки успеваете посадить? Или вот каждый год по одной схеме? Нет, не по одной. Одно сажу. Прошлый год у меня вот табака не было, я садила там что-то другое. Настурции тоже не было. Я садила мальву. Всё меняю, постоянно меняю. Каждый раз Да. разнообразие, да? Потому что у меня тут еще пенсионная комиссия приходит, Ага. а им не интересно одно и то же смотреть. Вот. и Хочется поэтому- что-то новое увидеть. Да, конечно, хочется что-то новое. Ага. Так, дальше идем, да? Ага. По лестничке. Это вот все отцвело уже, потому что оно все вот там вот, все в этих ромашках было. Ух ты. А они вот стали отцветать, и я все там повыдергал. Ромашки. Так, ну что тут, с тыквы? Тыкву показать? Давайте. Тыквы большие, наверное. Ну тут, как вам сказать-то, вот на одном кусту их 5 штук, поэтому они небольшие. На одном. Ага. У меня такого не было никогда. Тыковки. Ага. Потому что если бы одна, как обычно, то она бы это... Вот сюда идите. Побольше, да? Ну тут больше, конечно. Вот тут она одна. Огромная. Да. Это еще маленькая, у меня еще больше были. Ага. Это вот она одна, поэтому такая. Ну, тыквы, я так понимаю, у нас хорошо растут в Якутии. Да, Да? неплохо. И Ага. быстро, по-моему. Вон рябина у меня Рябинушка, давно я уже. вижу. Тоже сидела там рядом с березой. Никак не хотела. Ага. Вот пересадила сюда, она уже. Сразу, да? И цветет, глядите, вот по-ново цветет. Ух ты, Осень. да, точно. Самый верх. Цветочки. Ага. Ничего себе. И вот цветет. А так после, ну вот осенью, да, к зиме что-то вот делаете из ягод, Конечно. варенье, да? Конечно, Что? конечно. Ага, Огурцы закрываю, моим очень нравится. ага. Что еще? Помидоры закрываю, аджику делаю, икру вот уже сделала кабачковую. Ну, варенье, конечно, обязательно. Так, вот это морковка, это укроп. Прям Это пушистые уже кусты. второй раз он растет уже вторым заходом. Так. Ну вот черемуха, Красавица. красавица. Да. Это получается сколько вот этим деревьям лет? Вот за сколько времени они, Лет какой 20 период это точно. выросли, да, за Да. 20 лет? Огромные. И, наверное, это не предел еще, да? Да, они все растут и растут. Они были до крыши. Сейчас он над крышей уже вон сколько. Угу. Самое главное, они воду любят. Так, ну огурчики, наверное, не надо. Или надо? Выросли, да? Ну, есть маленько у нас. Можете рассказать? Может, А это- все, их Ага. нынче жалуются неурожаи у Ага. многих. вот, Да, поэтому- говорят. Мгм. Поэтому А сорт какой? сажу корнишоны, но у меня разные, которые мне Корнишончики. нравятся. Вот это, да? Это шоша, Угу. это вот корнет. Угу. Ух ты, упал. Ух ты, Корнет. корнет. Теща у меня еще есть, вот. Ага. Теща. Так. Вот так. Ну все, что там, теща вон растет. Тут еще зятек вот сидит. А тут вот Маша вот сидит. Внучка, наверное. Все в сборе. Да. Все в сборе. Все в сборе. Хочется прям еще кушать. Все в сборе. Ну вот это вот опять эустома, красавица. Угу. Вон она какая Угу. прелесть. Это вот груша декоративная и фасоль. Красненькая вот эта фасоль, цветочки. А там вон груша, вон она. Да, вон прям огромная. А Вон. почему она называется декоративная? Ну, потому что ее кушать нельзя. А для чего она? Просто так вот для декорации. Вот Для садишь, красоты, да, да? для красоты. Ага. Садишь ее, чтобы это самое люди думали, что о, какие плоды выросли. Да. Вот лилии, уже многие отцвели там
Ой, Роза. розовые, красивые. Розочка вот уже один Ага. бутон отцвела, еще 3 набрала, а вон еще одна цветет. Ух ты, действительно. Вот. Потом, может, срезаете, кому-то дарите. Да, Да? конечно, дети приходят цветы в школу. Не надо Обязательно. тратиться на букеты. Да. Здесь вот помидорки у меня, здесь вот Мгм. декоративные патиссоны. Так, что это такое? Ну вот патиссоны, только декоративные, тоже кушать нельзя. Тоже нельзя кушать. Да. Свекла вот. Мгм. Вот они. Это патиссоны. Да, декоративные. Видите, какие? Мгм. Кушать их нельзя. Это К просто сожалению. тоже, да, Как бы не просто для хотелось. красоты. Это яблонька. Даже яблони. Яблоньки, так, сейчас скажу, Мгм. 7. Ну, молодая еще, да? Нет, 10 лет ей. Ага. 10. А плоды когда поспевают? Плоды-то они вот тут что-то нынче Маленькие. плохо совсем, Мгм. видать, кто-то скушал, птички или что, ну вот по 2, по 3 есть. Ага. С них компот варят. Мгм. Вот, Тоже сами посадили. конечно. Мгм. Тут ничего не было. Тут мне досталась одна пустая грядка без ничего, капусту садили. Остальное они землю все вывезли, кто тут жил. Мгм. Вот. И вот все мы сами, муж живой был, все помогал, возил. Это вы уже где-то 30 лет тут живете, да, примерно? Больше 30. Да, Ага. 93-й, 23-й. Мгм. 30 лет ровно, Ну, да, нынче? да, в октябре будет 30 лет. Ничего себе. И ничего не было. Вот все Ничего сами, не- своими Все руками. сами. Мгм. А есть какие-то секреты у вас, Елена Петровна, потому как вот, чтобы все росло? Или у вас просто само по себе берет и растет? Нет, ну само-то по Особый себе оно уход. ничего никогда не вырастет, Мгм. потому что, ну, брось семечку, она, конечно, вырастет. Ну, Мгм. свекла, вот, да, свекла, она, что, посадил семечку, она растет. Мгм. И то листья нужно убрать, там, это. Мгм. У помидор тоже, где посынковать, где это, к осени, вон, вообще я их все обламываю, потому что, чтобы остатки налилось. Мгм. Нынче, тем более, и на помидоры тоже не урожай. Мгм. Я 86 кустов сажу, 32 ведра собирала. Нынче у меня только 16. Вот, наполовину. Это вот в этом году, да? Да. Ага. А так каждый год 30-32 ведра. Ничего себе. Картошку не садите? Картошку там, где жили раньше Отдельно. мать с отцом, Мгм. там садим. Ага. Картошку садим. Так. Что у нас еще есть интересненького? А у нас еще вон остался уголок. Помидорки. Вон. Этот, как он называется? А, жиголо. Это помидоры такие? Помидоры жиголо. Интересные формы. Ага. Ага. То есть они потом вот такие вот. Красные, потом краснеют. Ничего себе. Именно в длину, да, получается? Да, они тут вообще формы интересные бывают. М. О, какой! Но Жиголо. шикарно. Ага. Ну тут поснимали, видите, много Ага, это самое там уже. Ну наливаются все равно вот. А там клуша. Я сажу те сорта, которые уже Который уже садила, знаете. да. Ага. Вот, поэтому все равно. Вот жиголо, правда, первый год посадила на пробу. Ага. И почему-то никому он не понравился. Он только для консервации. Ага. Потому что шкура толстая, Ага. а внутри пусто. Ясно. Вот. А вот эта вот клуша, она нежная. Ну, вот там попробуйте. Угу. Так. Ну, тут. Тут вот эти кабачки растут. Круглые. Они там, я сняла их уже. Вот он, один зародыш. Вот он. Там груша, а это кабачок. Кабачок, да. Вот, Круглый. кстати, на груши я подумала, что это кабачки Нет, сначала. там вот кабачок круглый будет. Ага. Опылить надо его. Опылить надо. Нынче Опыляем, да? что-то ни пчелок, никого. Опылили.
Вот тут вот что-то вот тут густо посадила, не зацвело. Так, а что Ну, это было у нас? Цветочки. Цветочки. Невянка называется. Невянка. Ну, типа ромашки тоже. Ну, тут вот уголок у меня, вот тоже опять эустома. Красавица. Русский уголок, как я сказала, да? Да. Ага. Так, Это здесь вот, у нас... Мгм. это вот такая вот груша вырастает, А, вот декоративная. она, кстати, декоративная, да? Ага. Ух ты! Но она правда похожа на кабачок, да? Ну, Ну, как-то так, да, если с первого не знаешь, что это такое. интересно. И Можно даже подумать. хвостик похож. Мгм. Мгм. А внутри как что там? А внутри что, мякоть для семена. У меня там одна высушенная есть, а она вообще легкая стала. Она вот год простояла, а вообще как пушинка. А, да? То есть из нее ничего невозможно не сделать, ничего, да? Просто для красоты. Мгм. Вот такой декор. Вот тут вот у меня белочки с орешками, Мгм. калеус, красавец. Мгм. Грибочки, правда, искусственные. Конечно, рада была бы, чтобы натуральные росли, но, увы. По грибы ходите осенью? Обязательно. Прошлый Ага. год набрали хорошо. Да, в прошлом году, кстати, было очень много, да? Вот это чистотел у меня растет. Вот он. Мгм. Чистотел. А это вот цветочки такие вот мраморные. Сальпинглоссис. Сальпинглоссис? Ага. Ага. Ага, говорит. Вон черная смородина еще не сняла. Вот она. А, смородина? Да, вон она. Еще не Так, сняла. тоже попробуем. Обязательно. Очень вкусно. Очень А вкусно. малина не растет у вас? Нет, я ее вывела кое-как. И то все равно там кустик опять вылез. Где-то есть, да? Ей надо место. Угу. А у меня тут нету. Угу. Просто надо, чтобы это самое, она же, во-первых, разрастается, ей надо место, чтобы ее, как говорится, отделить, чтобы корни она не это. Ну, я ее там вот, сидел, вот зеленый ящик стоит под черемухой, я ее там садила, там ей темно. Но она росла, была малина, но потом я ее стала выводить, потому что она поползла через туда, через сюда. Все. А сегодня смотрю, там он за пеньком, не сегодня, а недели 2 назад. Вот такой кустик Ух опять ты, вырос. ничего Вот себе. где-то нашла дорожку и опять выросла. Да, хочет, Вот хочет, так. хочет жить. Хочет, но не знаю, я попробую ее сохранить. Да вообще вот с таким вот огородом, да, наверное, у вас чистенько здесь, да? Каждый раз, наверное, Все убираем. большая работа, да, все равно Очень. уборка. Ну, сорняки, все это Мгм. очень много. Очень много работы, конечно, весной. Весь день, наверное, проводите. Ну нет, чему? Сделал вовремя все и все, потом просто следить и все. А так что? Ну, весной много работы, скорее А всего. весной, конечно. Подготовка грядок, все это, траву, вот. Листву в лесу собираем специально, чтобы засыпать грядку, чтобы Привозите. не было, во-первых, травы меньше росло. А, листиками, да? Ага. А во-вторых, влагу сохраняет в жару. Помидоры, когда много поливаешь, они становятся водянистые. И вот тут вот, в этом месте, гнить начинают. Это где вот здесь вот? Да, вот прям под этой вот, снимаешь, когда его потом, и он начинает гнить. Это когда... А вот когда засыпаешь, влага дольше сохраняется, и меньше поливаешь, и помидоры нормальные. Так, еще какие у вас секретики есть? Больше нету. Все. Ну, может, все равно есть какие-то вот лайфхаки, да, хозяюшкам поделиться, не знаю, молодому поколению, которое вот сейчас посмотрит и, возможно, мечтает о большом О, что-то я огороде. сильно сомневаюсь, чтобы они мечтали Как об это? огороде. Я бы хотела. Ну, вы одна из тысячи, наверное. Ну, Потому вот что для меня тогда. Я куплю.
все так говорят. Я куплю. Есть такое, согласна. Чем заниматься, лишь бы не заниматься. Ну вот что бы вы посоветовали тогда молодому поколению? Да что я могу посоветовать? Я могу посоветовать, чтобы жили дружно, чтобы занимались тем, чем хотят, чтобы выращивали для себя какие-то, ну, тоже, те же укроп, помидоры, Укропчик посадить хотя бы, да? помаленьку. Да, это все свое, а не то, что вот это вот вся химия. Уж не до хорошего, там прям как колхозники такие, чтобы занимались. Ну так, для себя, чуть-чуть. Это ж хорошо. Конечно. Вышел на свежий воздух, посмотрел, порадовался. Да. Это ж очень приятно. Да. Утром на обед сделал себе свежий салатик, да, из Конечно. собственного огорода. Почему нет? Да, обязательно. Ага. Это Елена очень Петровна, хорошо. ну я понимаю, что весной у вас куча работы, да, летом вот следите за летом просто урожаем, следить, да. да, А да. зимой чем вы занимаетесь? А ничего. Вот осенью банки закрываю. А зимой что? Зимой жду января. Кушаем. Да, жду января месяца, Ага. чтобы начинать по-ново сеять. Потом ждать весну, чтобы затопить теплицу, туда переехать. И там спокойно рассаживать на свежем воздухе свои рассады. Вот так. Ага. А консервов вот на весь год хватает или потом раздаете все равно по Ой, друзьям, я, по родственникам? Конечно, раздаю. У меня в городе братья, сестры. В Нерюнгри дети. Ага. Всем отправляете, всем Все, хватает. сейчас внучка приедет с мужем в сентябре. Все, затарю по полной. Я поэтому им сказала, приезжайте осенью, чтоб я наложила вам, а не сама потом платила за эти посылки и отправляла. Вот так вот. Вот так что приедут вот. Все. Раньше вообще семья большая была. Очень. 7 человек нас было. Я по 500 банок закрывала всего. Ничего себе, по 500. Потому что очень много, вот самое, ну, кушали хорошо. Дети, они любили всякие эти концерты. Да, они сейчас любят. Каждый вот, день Саша. уплетали. Да, баночку достал с подполья. Или 3-литровую банку достал огурца. Конечно. Мимо пошел, достал. Обратно идет, уже опять достает. Ну и все, и полчаса и банки нету. Потому Ну и что- есть чем гостей накормить в конце Ну, концов, да? обязательно, конечно. Обязательно. Конечно. Конечно. Всё есть. Ну все. Вот так, больше ничего не могу сказать. Всё. Елена Петровна, я вас благодарю за то, что вы нам показали свою красоту, да, свои плоды. Я желаю, чтобы они разрастались у вас еще больше Было с бы каждым куда. годом. Побольше вам участок. Вообще, снесут потом, Да. в 4 стены посадят, вообще кошмар. Ну вы большая молодец. Спасибо вам огромное, Ну, вам что спасибо. пригласили нас, что мы тоже очень рады были с вами познакомиться. Вам удачи и здоровья. И вам тоже всего хорошего. До свидания. До свидания.